Адгур, проект бюджета поступил в парламент. Ознакомились ли вы с ним и общее впечатление, какое он на вас произвел? Впечатление не очень хорошее, потому что в этом бюджете четко прослеживается отсутствие приоритетов развития нашего государства. Что свидетельствует в бюджете об отсутствии в нем приоритетов? Это перекос финансирования, к примеру, более 43% это расходы на содержание государственного аппарата, чиновников разного уровня. Это больше 5 миллиардов рублей. Если посмотреть расходы на развитие сельского хозяйства, развитие малого и среднего предпринимательства, то это несоизмеримые вещи. На 150 миллионов против 1,5 миллиарда, направленных на силовой блок. На содержание Министерства иностранных дел 160 с лишним миллионов. А сельское хозяйство – это приоритет номер один в Абхазии. Это как хозяйство, да? Вы не можете тратить основную часть средств на какие-то вещи второй, третьей необходимости. Есть вещи первой необходимости, если характеризовать бюджет, это не бюджет развития. Это бюджет просто одного года, то есть нет четко выстроенной приоритизации. Это первое. Второе. Такое понимание, как бюджетный эффект, в принципе отсутствует. Что такое бюджетный эффект? Поясните, пожалуйста. Мы в свое время принимали постановление о том, чтобы все расходы бюджета, они осуществлялись на программной основе. На сегодняшний день мы не видим конкретного целеполагания тех или иных расходов. Если мы с вами пойдем в администрацию президента сейчас, я могу с вами на что хотите поспорить. Возьмем президента, премьер-министра, главу администрации президента, вице-премьер, ключевых 10 топ-менеджеров Абхазии, посадим их в разные кабинеты и зададим им 3 одинаковых вопроса. Какие планы на год, какие планы на 5 лет, какие планы на 10 лет, какие вообще цели. Все скажут разные вещи. Это говорит о том, что нет командного видения будущего Абхазии. Я привел высшую цифру 5 миллиардов 200 миллионов, это содержание государственного аппарата. Какой эффект мы ожидаем от этих расходов? Это нигде не прописано. Улучшается ли качество обслуживания населения? Хотя мы знаем, что даже элементарное предоставление каких-то справок, просто государственные услуги, они оказываются на уровне 19 века. Элементарный вопрос зарегистрации юридического лица, индивидуальный предприниматель хочет зарегистрироваться, как и в прежние времена, ему надо ходить по всем кабинетам, какие-то справки собирать. Что касается медицинского обслуживания, что касается образования. Сфера образования – одна из главных задач, потому что образование – это все. Мы смотрим, что образование находится далеко не в приоритете. На образование всего по всей стране 399 миллионов. Здесь суммы совершенно другие нужны. Если недостаточно этих средств, Адгур, вам могут задать вопрос, где их взять. Если у вас в стране не выстроены четко приоритеты, вам всегда будет не хватать денег. Яркий пример текущего года. Вследствие неэффективности, некомпетентных действий, а может и целенаправленной политики, республика столкнулась с острым дефицитом электроэнергии. И в текущем месяце, в ноябре и на следующий месяц в совокупности республика должна изыскать и изыщет 935 миллионов рублей. 335 миллионов уже отправлены на погашение задолженности. И плюс еще 600, насколько мне известно, уже источник определен, они будут финансироваться. То есть это о чем говорит? Когда ситуация критическая, деньги находятся. Вот у нас в критическом состоянии находится образование, здравоохранение, демографическая политика, село наше. И вот так же, как сейчас были найдены эти 935 миллионов, вот так же нужно находить эти деньги в начале года и распределять в эти направления. Деньги есть. Вопрос в понимании важности того или иного направления. Если этот бюджет открыть, любой, даже неподготовленный специалист может сказать, что этого понимания нет у тех, кто готовил этот бюджет. Более того, мы все прекрасно помним, когда нынешняя власть, они были в оппозиции, Ислам Жани неоднократно говорил, что нужно сокращать расходы на содержание государственного аппарата, нужно сокращать вообще количество руководителей и так далее. По факту мы видим кратное увеличение расходов. К примеру, фонд президента и премьер-министра в совокупности 700 миллионов рублей заложены эти средства. Это яркий показатель того, что они в ручном режиме хотят эти деньги распределять.
Если говорить простым языком, этот бюджет просто проедание сегодняшнего дня, а может быть уже и завтрашнего, потому что в этом бюджете очень маленькая доля инвестиций в завтрашний день, в реальный сектор экономики, в сельское хозяйство. Мы не вкладываем деньги в то, что дает завтра добавленную стоимость. Мы просто сегодня проедаем то, что есть, и еще и завтрашний день проедаем. Очень большие средства заложены в бюджет на силовой блок. О чем это свидетельствует? Что вы об этом думаете? Перекос финансирования присутствует. Там в 2,5 раза расходы на внутреннюю безопасность превышают расходы, например, на внешнюю безопасность. Под 1 700 000 против 700 миллионов рублей на Министерство обороны. Это говорит о том, что Асламжане старается воплотить идею такого полицейского государства, где он будет опираться не на граждан страны, а на силовой блок. Но проблема в том, что жизнь рядовых сотрудников тех или иных органов тоже не меняется. Сотрудники госавтоинспекции, например, что мы видим заметное увеличение их заработной платы, хотя мы говорим о том, что это важный вопрос. Дорожно-транспортные происшествия, гибнут десятки молодых людей. Идет увеличение финансирования специальных подразделений, там ОМОН, СОБР, то есть вот эти подразделения, которые рассчитаны на то, чтобы защищать власть от народа. Конечно, силовые структуры надо поддерживать, но если у вас народ бедствует, с образованием большие проблемы, демографическая ситуация катастрофическая, и вы не вкладываете туда деньги, а вкладываете в оборону своей собственной власти. Это говорит о чем? О том, что планы сегодняшней власти не касаются развития нашего народа, нашего этноса. Есть задача просто на короткой дистанции выстроить оборону для реализации своих каких-то меркантильных интересов, связанных с привлечением сюда иностранных олигархов и выстраивание с ними какого-то совместного бизнеса. Но чтобы народ голодный и злой им не мешал, выстраивается такая оборона. Это не новая модель, она широко распространена в разных странах третьего мира. Главные ресурсы страны разворовываются иностранными крупными компаниями, вокруг них выстроена жесткая оборона в лице частных военных компаний, а местное население бедствует, голодает, и какая-то местная элита подкармливается. Все, эта модель, она уже испробована. И к этой модели, к сожалению, сегодняшняя власть стремится. Адгур, на ваш взгляд, на чем должен базироваться бюджет, на каких принципах, чтобы ситуация изменилась? Для развития государства, не только государства, маломальского предприятия, нужен план, программа. Когда у нас есть долгосрочная программа развития, видение по каждому направлению, выстроены четко приоритеты, и вот те малые средства, которые у нас есть, в том числе и средства помощи из Российской Федерации, они будут распределяться с учетом этих главных приоритетов. И каждое направление нужно запланировать таким образом, чтобы на 5-10 лет вперед мы могли прогнозировать. Вкладывая те или иные деньги, предположим, в развитие сельского хозяйства, в экономику, малый бизнес, мы должны четко понимать, какие целевые показатели мы хотим достигнуть. Этого вообще в принципе нет. Мы живем от года к году. И еще самое плохое, я всегда об этом говорю, у нас каждая новая власть начинает все с нуля. Поступательного развития у нас в принципе не существует. А это страшная вещь. Например, в сельском хозяйстве, вот у меня вчера была в селе встреча в Ухман, 10 лет минимум нужно заниматься последовательно от одной многолетней культуры, чтобы она дала экономический результат. А если мы каждые 4-3 года будем менять вектор направленности, отсутствие приоритета, то, что сегодня происходит, и то и будет происходить. Нам давно уже пора перевести управление государством на современные методы менеджмента, современные системы управления. Нужно планировать, нужно провести четкую инвентаризацию того, чем мы располагаем. К примеру, у нас перепись населения последняя была проведена в 2011 году. Сельхозперепись так мы и не провели. Мы не знаем, что у нас происходит в селе. Мы не знаем, что у нас происходит в городах. Мы людей даже не знаем, сколько у нас по факту проживает в Абхазии, экономически активных и так далее. Это все ляжет в основу дальнейшего развития. Но даже и без этого понятно, где какой приоритет. Сегодня в селе в большей степени используются те технологии 19 века. Ручной труд. Науки нет в селе.
Институт сельского хозяйства живет сам по себе. Министерство сельского хозяйства живет само по себе. Управление сельского хозяйства в администрациях районов живут сами по себе. Нет единого центра. Плюс финансовая сторона. Сейчас предлагают сельчане создать профильный сельхозбанк. Этого даже и в помине нет. Разбалансированность полная. В селах не знают, чем занимаются в районных администрациях. В районных администрациях не знают, чем занимаются в министерстве. В министерстве условно не знают, чем занимаются в администрации президента. Нет единой системы управления. Невозможно так развиваться. Я вас уверяю, даже в таких условиях будут у нас миллиарды долларов, ситуация не изменится. Да, обогатится определенная часть общества, чиновники и их родственники, но кардинальным образом житель села Дурипш или Пакваш или Река, он этих изменений не почувствует. У нас система управления страной на уровне 19-18 века. Неоднократно в этом году мы слышали от правительства, со стороны власти утверждение о том, что был очень успешный курортный сезон. Успешность этого сезона, она как-то отражена в том проекте бюджета 2024 года, который сейчас будет рассматриваться парламентом? Нет, конечно. Условия, в которых мы сегодня живем, они связаны с санкциями, контрсанкциями, со специальной военной операцией. В этих условиях, конечно, туристический продукт Республики Абхазия кратно возрос в привлекательности, потому что россиянам объективно некуда больше ездить. Рост туристического сектора, конечно, как минимум на 50% произошел. Но если взять проект бюджета текущего года, прошлогодний, близко этих цифр нет. Но есть одна очень показательная вещь. Бюджет Гагарского района. Он вырос в кратном размере. Соответственно, такое же кратное увеличение должно было быть во всей республике. Но этого не произошло. Это говорит о том, что имеют место факты сокрытия этих доходов. Просто эти доходы на тех или иных туристических объектах передаются в конвертах по вертикали власти. И потом, если взять экспорт, внутреннее производство, это все не двигается. Мы говорим о том, что да, большой наплыв туристов, но по факту, если взять наших граждан, мы просто увеличили импорт товаров в нашу страну. То есть производство внутреннее не увеличивается. Почему оно не увеличивается? Потому что поддержки со стороны власти нет. Приехали туристы, потратили деньги, мы эти деньги взяли, поехали в Россию, купили товары, привезли, перепродали. Внутри эти деньги не оборачиваются, добавленная стоимость не увеличивается. Это тоже большая проблема.